проснулись в 6 часов, как по команде. Антон, по-моему, еще раньше проснулся. Лежал потихонечку, чтобы меня не будить. Ну, все, и вылеживались, отдыхали. Встали, вот позавтракали в столовке рядом с гостиницей. Сейчас покажу ее. И поехали искать станцию замена масла. Потом хотим заехать на развал схождения, проверить. После наших всех этих камней. И помыть машину. Помыть, прибраться, навести порядок. Сегодня мы в 4 часа, в 16 часов в аэропорту встречаем своих москвичей. И едем на базу в Ангудай. Там около 200 километров. 180. Нам 180. Нам еще нужно заехать будет в магазин, закупиться продуктами, потому что там Красно-белое. нет магазинов. Вот такие у нас планы. Заехали вот в эту столовую. Столовая, пекарня. Прямо возле гостиницы. Вон гостиница наша за деревьями стоит. Смотрите, сколько машин, соответственно, столько же народу там. Просто битком весь зал набит большой. Очень-очень вкусненько. Нам понравилось все свежее. И видно, что вот еще что-то готовят и выносят, и выносят. Отзывы почитала сначала. Там вроде бы все отзывы хорошие, последние какие-то не очень были. Ну, решили зайти проверить. Проверили. Нам было очень вкусно. 1600 мы заплатили. Но там был язык. Он как бы не дешевый. Поэтому сейчас едем, наверное, на мойку. Или на развал схождения. Окрошка есть на классе. В дорогу нежелательно окрошку. Говоря, взяли купаты, перчик, салатик, яичко. 1600. В таких баночках взяла сало крученое. Очень хотелось со вчерашнего. Сейчас положу в холодильник, а потом где-нибудь на хлеб намажу. Чумазый такой. Все хорошо. Жить будет, ничего не повредилось. Громче говори. Единственное, что, ну, кто знает, где крепление стойки к ступице идет. Просто ее ослабили, колесо вытянули обратно за счет того, что ловили удар по дороге. Кстати, это может быть и в этот камушек удар и был. Ну нет, руль криво стал после. Это где-то по дороге на Читу мы поймали. И все, ослабили крепление, колесо вытянули, и все, опять все размеры стали по нулям. Ну, не по нулям, а соответствует заводским. Руль стал ровненько, так он немного сместился. Это как раз по дороге на Читу и произошло. Что там еще проверили? Качали моего мальчика так сильно, всяко разное. Я снимала. Мне так за него больно было, меня аж укачало. Ну, так небрежно прямо, ни руки не помыли, ничего. Да нет, что нам помыли, это нормально. Он даже когда крепил опору руля и тормозной педали, фиксацию, он мыл руки, я видел. Ну, нормально, видно, что шарящий парень. Так что, ну, можно рекомендовать. Как он называется? Нет, рекомендовать не будем. А, масло вот они отказались нам менять. Сказали, мы масло меняем только если вы покупаете его в нашем магазине.
Я говорю, ну я же за деньги хочу поменять, не просто так. Я увезу с собой, 10 литров масла. Зачем мне покупать еще масло? Он говорит, нет. Я говорю, а если я куплю у вас там какой-нибудь авто, солидол, вы мне поменяете? Нет, говорит, только масло, которое купленное, конкретно его и зальем. Я говорю, тогда нет. Я позвонил в этот магазин, спросил такое масло. Мне сказали, нет. Так бы можно купить литр было. Пусть они зальют литр, а я долью сам. Хотел так обмануть. Не про каналы. Поэтому рекламы им не будет. Мы позвонили в другой сервис по замене масла. Сказали, без проблем подъезжайте. Только у нас очередь. Ну, вот подъехали 1 человек в очереди. Ага. Сейчас поменяем масло. 1200. И поедем на водные процедуры. Кстати, развал схождения, даже с учетом всего этого выставления аппаратуры, здесь стоит 2000. Я в Якутске за 1000 делаю. Они просто посмотрели, что Ну, мы из другого станков города. очень мало, и кого я обзванивал, кто трубку не берут, кто записывает там на 3 июля там, или еще что-то. И все. Развал схождения бесплатно, если ты делаешь у них ходовку. Ну а если не делать, ничего не надо. У меня ничего не бренчит, у меня ничего не брякает, у меня ничего не гудит, ничего не делает. Просто так лазить мне тоже зачем. Правда, у меня есть такое хобби, но это дома. Что-нибудь разобрать. Короче, я подсела вот на эти энергетики. Ну как подсела? Мне просто очень вкусно. Он прям вот вкус у них такой. У этого голубика гранат. Есть еще манго лайм. Очень вкусный тоже. Ну, там еще 2 других вкуса пробовала. Там какой-то вишня с чем-то и кокос манго. Кокос манго слишком такой приторный. Да, знаю, что вредно. Ну что делать, если это вкусно? Хлеб тоже вредно есть. И водку пить вредно. Ну, ничего страшного. Я же немного. Вот, пожалуйста. Заехали на станцию замены масла. Чистенько, аккуратненько, как всегда. Чем мы закроем? Наше масло. Баночки засушенные до сих пор здесь еще. Мы поменяли масло. С наше масло залили без всяких проблем. Поменяли воздушный фильтр, поменяли салонный фильтр. Было забито все пылью. Сейчас кондиционер будет сдувать. Надо было, кстати, показать. Это ты взял, тетеньке отдал. Ну, тетеньке нужнее. Она забрала у меня и все, видимо, выкидывают они куда-то специально. Может, они их стирают, потом продают в пакетик и продают. А. И потом? Так. Что-то там Антон чистит. Просто когда менял воздушный фильтр, слетел патрубок сапуна, машина начала потраивать. Переизбыток кислорода, видимо, был. Я начал проверять катушки, свечи, старым способом, снимая фишку. И, естественно, УБД набрала ошибки, загорелся чек. Компьютер набрал ошибки. Сейчас вот подключил УБДшку и скидываю эти коды. Все, скинулись, ошибок. Вот проверяю, нет. Заехали на мойку самообслуживания. Антон сказал, что он сам хочет помыть машину так, как ему нужно. Я пока сижу внутри. Сейчас он снаружи помоет, потом буду помогать прибираться и протираться. Наверное, если он мне доверит. Он обычно сам любит этим заниматься. Машину помыли, чтобы убраться в машине. Жара на улице страшная. Тенечек поехали искать. Смотрите, все тенечки заняты. Просто люди сидят в машинах. Но мы нашли кусочек тенечка. Сейчас порядок наведем. Разберем. Катаемся по Горно-Алтайску.
Ждем самолет из Москвы. Заехали в супермаркеты, купили продуктов немного, пол багажника. Так, какие мы супермаркеты? В Пятерочку заезжали, Мария Ра. В Пятерочке цены дешевле. Сельскохозяйственную ярмарку посетили. Сельскохозяйственную ярмарку посетили. Интересно тоже так, у женщины спросила, рынок есть? Ты спросила рынок, они не знают, что Да, такое рынок. она говорит, вот единственный рынок, а там какие-то метлы стоят, и 2 яйца, там полпалки колбасы. Метла и 2 яйца дворниками. Да-да-да. А потом поехали и увидели сельскохозяйственную ярмарку. Заехали, там взяли колбаску, сыр, масло. Вот. Сейчас едем в сторону порта. Хотим опять заехать в эту столовку, где завтракали, пообедать. Потому что время уже 4 час. Пообедать. И там до аэропорта 2 минуты. Показывать особо здесь нечего. Через 600 метров поверните налево. Видите, мы приехали пообедать опять в ту же столовку. Тут опять полный аншлаг. Народу много. Ватрушками пахнет. Тут пекарня. Да, пахнет еще вкусно, я прям хлеб хочу. Вот. Сейчас у нас обед получился 1180. Дешевле, чем завтрак. В аэропорт Горно-Алтайск. Тут, блин, с какими только номерами не стоят машины. 04, ну ладно, местные. 154, 33, 797. Новосибирск, Сочи. Вот вообще Сочи даже. 123 регион. Ну да, Краснодарский край. Вон он, наш самолетик прилетел. Аэрофлот. Добро пожаловать. Красавчик. Денис в красной футболке, а Лиза в голубом. Что-то они как-то хило махнули. Наконец-то дождались. Они в шубах идут. Тут жара 40 градусов, они в шубах идут. Вообще кошмар какой-то. Ку-ку! Привет! Иди сюда вот так вот. Ага. Проезжаем Манжирок. Цены конские. Стаканчик клубники 250 рублей. Говорит, много будете брать, по 200, да, отдам. Мы сейчас утром в Горно-Алтайске, ведерко 5-литровое клубники нам предлагали за 1300. Поэтому посмотрим дальше. Тут-то, конечно, курорт. Все дорого. Что такое манжирок? Туристов в море все равно будут покупать, тем более стаканчиками. Зачем им ведрами? Это только мы ведрами едим. Тазиками. Нам тазик себе купили, чтобы клубнику мыть. А что она в кофте-то стоит в теплой? Ну, у нее просто под низом Ну, ничего вот нет. видишь, тут еще какой-то стихийный рынок. Да тут, блин, этих рынков. Хариус, помните, мы Хариуса хотели купить? Вот этот мужик сказал обязательно Хариус попробовать. Еще, говорит, они не готовят. Да. По идее, говорит, надо правильно есть. Если он правильно приготовлен, нужно взять за голову, за глаза, стукнуть по столу, и должно мясо свалиться. А, или буркес. Должно мясо свалиться, остаться только голова и вот кости позвоночные. Нафига себе.
Нас опять не туда увела гадина. Ну, сейчас Мы чувствуем, что какая-то дорога не та. Чуйский тракт, он был вообще идеальный. А мы по какой-то, по Вилюйскому тракту едем. Нет, кстати, Вилюйский тракт даже лучше. Развернулись. Сколько километров сейчас засеки? Мы туда-сюда свалили. Как ты там сказал, для бешеной собаки? Ну, Чуем, что мы не по Чуйскому тракту едем. и что, ты даже не скажешь? Развернитесь. Она потерялась. Черга. Это автодорога Черга-Балухта какая-то. А у нас Чуйский тракт. Поэтому не в ту Балухту забалухтили. Автоботы. Коровы купаются. Эй, мужик. Ты, блядь, с другой стороны мне тут не дай по морде. Ой, у коровы что-то оранжевое-то на морде. Намордник, что ли? Противоугонка? Это Блин, что по наличному не хавало, видимо. ой, с колокольчиком даже коровы бывают. Вон сколько народу купается. Классно. Я бы тоже сейчас туда замочилась. О! Молодой человек, вам велик не жмет? Что, без сидушки едешь? А он вспотел. Он купался. Нет, это он вспотел. Правильно, что не поехали по старому? О, здрасте. Проснулась. Мало того, нас в Улан-Удэ как-то, блин, мы когда крузака Не догнались, матерись, я мы- снимаю. она нас увела там через какие-то деревни. Блин, хорошо, что я поехал заправленный. Я выехал тютелька в тютельку, у меня загорелась лампочка. Причем главное, что мы сначала ехали там километров, наверное, 15-20 по идеальнейшей дороге. А потом бах, и дорога кончилась. Но меня обломило разворачиваться. Я посмотрел, что она действительно выводит на федералку эта дорога. Ну, Антон ругается, нас Бузова чуть не заблудила. То есть она нас заблудила. Хорошо, что мы здесь уже были в прошлом Да. году и знаем, какая должна быть дорога. 60 километров крюка лишнего чуть не дали. Просто мы знаем, что дорога была идеальная, а мы по какой-то фигне поехали. Через 600 метров поверните направо. Молчи! Нет тебе больше доверия. Поэтому мы возвращаемся. Сколько мы лишних километров прокатились? 8,7. Ну ладно, туда-обратно. Ну, блин, те же самые 60 километров. Мы же еще не закончили нашу экскурсию увлекательную. Не, ну а что, у вас тамада хорошие, конкурсы веселые. Поверните направо. Блин, а вот этот дом никогда не сносили его? Запомнил? Метров поверните направо. Да уж повернем, блин. Без сопливых. Фига мы, блин. Заехали. Кстати, может быть, быстрее было из-за того, что там машин нет. Новосибирск, Кошагач. Вот нам на Кошагач надо. Поверните направо.
идет пешком. Кира, привет сейчас. Все, в следующий раз надо просто пробуксовочную систему тоже отключить. Сейчас нам в комментариях напишут, какие колеса нам надо с собой брать. Запасные. Да блин, не знаю, за столько лет у меня первый раз такой. Да. Ну, действительно профиль на резине такой. Ну и вот, мы подъезжаем. Ой, веранду прямо напротив нашего дома поставили, видите? Ой, точно. Да. Тут туса, дискотека. Спать нам не будут давать. Но сейчас начнутся как няня. То есть мы можем в этой верандочке сидеть? О, сколько тут машин. С прицепами. Они, видать, на этом, На речку? на речку уехали. Пам-пам. Ребята вообще большие молодцы. Смотрите, они все переставили. Я думаю, почему кровати переставили? А потому что они вместо кухни сделали душевую кабину. У нас теперь своя душевая кабина. Вообще круто. Еще уютнее стало. Еще уютнее стало. Там люди шашлыки жарят. Качельку поставили. Блин, я как ворона. Так, ну-ка, сейчас пойду посмотрю. У Лизы с Денисом. Так. У нас теперь еще вот такая беседка с магазином, с пивным. У нас теперь душевая своя есть. Да. Елизавет? О! Вообще круто. У нас теперь своя душевая. Видите, какую беседку построили в этом году. Теперь кухня здесь. Наташа создает уют. Книжки стоят, можно почитать. Турочки, пожалуйста. Так. Тут есть кофе, сахар, шоколадки, плитка, раковина, микроволновка. Там мы сейчас будем ребрышки жарить. Тут что? Посуда всякая. Вообще классно сделали. Опа, вот тут вот тоже посудка есть. А вон миска есть большая у них. Верандочки светятся у них теперь. Красота. И наша верандочка. Наша кухня. И у них там туса. Красота, красота. Речка шевелится. Опа! Шевелится, шумит. Класс, да? Там люди сидят, оказывается. А там мы сидим. Класс. А это наш домик.